Нариман Джилял. Уже достигаю 40 лет. Вот-вот осталось немножечко. Пытаюсь это осмыслить. Политолог, журналист, обозреватель, общественный деятель, крымский татарин. Женат, имею 3 детей. Замечательных малюток, которых я обожаю. Редко, когда родители ругали меня за что-то. Хотя помню эпизод, когда отец, достаточно спокойный человек, не выдержал, достал ремень и один раз очень хорошо меня шлепнул. Вот, за то, что я без разрешения ушел в соседний двор. Мы жили в многоэтажном доме, вы знаете, там свои дворы как бы. Вот, и как бы потеряли меня, брат нашел, привел домой, сказал: держись. Ну вот один единственный, наверное, эпизод был такой, а так родители никогда насилие в отношении меня или моих братьев и сестер не применяли. Так получилось, что у меня и сестра, и брат достаточно старше меня, у нас разница 8 и 6 лет с ними, я поздний ребенок. И они вот между собой спорили касательно того, с кем как бы мне играть. Сестра, большая благодарность, играла со мной в школу, благодаря чему еще до 1 класса я умел читать, считать, знал буквы там. То есть был очень подготовленным ребенком. А брат, как бы он, естественно, ему тоже большая благодарность. Они вместе с отцом учили меня вообще что-то делать руками. И это мне в жизни очень пригодилось, потому что каждый крымский татарин, он в какой-то мере, да, должен быть мастером на все руки. И вот старший брат и отец как бы выполнили эту роль в отношении меня и научили меня пользоваться вот каким-то мужским набором навыков. Когда я заканчивал 11 класс, и на депортированных в Крыму выделяли квоты в университеты Украины, и мы с матерью пошли туда, попробовать все-таки воспользоваться этой возможностью. Ну и традиционно, вот тогда, это 97-й год, очень такая престижная профессия была, юрист. Я как бы захотел быть юристом. И вот я, к сожалению, не помню имя этого мужчины, это был крымский татарин, который тогда мне сказал: слушай, ну вот смотри, на юристов сколько там людей, а вот есть такая хорошая специальность политология. Я ему говорю: а что это вообще такое? Ну, он по своему умению там попытался объяснить, это вот про политику, это что такое интересное и захватывающее. А я настолько устал учиться в школе, я говорю: давайте туда. И ну, еще сыграл такой момент, что университет, который предлагал, был в Одессе. Одесса — легендарный город, хотелось туда попасть, побывать, там, учиться там. Видимо, это все сыграло, и вот жизнь моя сложилась так, что я 8 лет прожил в этом городе, действительно отучился на специальность политолог, и, что очень странно, она мне пригодилась, и я фактически жил дальше и работал, и зарабатывал на кусок хлеба именно знаниями о политике в той или иной мере. Ой, вы знаете, я, наверное, как большинство из людей, ну, употребляю иногда в речи, когда вот я отпускаю эмоции, из меня начинает вот что-то выходить такое. Иногда это нужно делать, психологические разгрузки. Я действительно могу употреблять ненормативную лексику, хотя стараюсь следить, по крайней мере, дома, при детях, чтобы этого не происходило. Ну, а чаще всего это происходит за рулем автомобиля. Недавно прочитал такую шутку хорошую, она, наверное, про меня тоже. Если вы не материтесь за рулем, значит, вы не смотрите на дорогу. Ну, если говорить о каком-то стандартном наборе вредных привычек, я думаю, я их в какой-то мере победил. Я не употребляю алкоголь, я не курю, ничего, в принципе. Не употребляю никаких веществ и так далее. И если говорить вот то, что я в себе считаю, ну, сложно сказать, в принципе. К 40 годам я думаю, что я вполне удовлетворен собой. Мне может иногда что-то не нравиться, но есть одно во мне качество, которое я бы, наверное, хотел победить. Так уж сложилось, некоторые дела, обязательно хотя бы одно, у меня запаздывает, задерживается. Я иногда говорю: Нариман, ты человек дедлайн такой. Вот я его делаю в итоге, задерживая и так далее.
Я в людях не люблю лицемерие. Вот я за последние годы это точно понял. Если людям что-то во мне не нравится, в том, что я делаю, не нравится, или вообще что-то подобное, я люблю, чтобы об этом говорили или молчали. Но когда люди начинают там вилять хвостом, быть неискренними, я этого не люблю. Уважаю тех, которые могут сказать четко, честно свою точку зрения, публично, при людях и так далее, а не где-то там за глазами. Да, пусть подбирают слова, пусть смягчают или наоборот ужесточают эту информацию. Вот. И лицемерие для меня, вот, я его просто не люблю. У нас прекрасные женщины, девушки, бабушки. Я считаю, что они должны быть самими собой. То есть такими, которые они на данный момент хотят быть. Потому что крымско-татарская женщина — это не некий эталон, да, заданный там, за рамки которого нельзя выходить. Наши крымско-татарские женщины, они абсолютно разные. Они могут проявлять себя по-разному. Они могут быть строгими, могут быть открытыми, могут быть красивыми, а могут быть не очень красивыми. Я не имею в виду внешность, а поведение. То есть они такие же, как в принципе любая женщина, они приверженцы разных каких-то взглядов, идей и так далее. И я считаю, что мы не должны выстраивать какие-то рамки, мы должны проявлять все разнообразие, эмоциональное, умственное, для того, чтобы быть полноценным народом. То есть мы и есть полноценный народ, у нас есть разные люди, и затачивать на что-то, я думаю, не надо. Любовь — сложное чувство, и описать его коротко, наверное, сложно. И оно многолико. Если мы говорим о любви к какому-то конкретному человеку, это, наверное, некая буря эмоций, да, некий фонтан. То есть, естественно, должно в любви быть и эмоциональное состояние, и некая работа над собой, потому что здесь идет речь о сосуществовании двух людей. Иногда есть нестыковки, противоречия и так далее. И нужно иметь силу, мужество и волю, чтобы иногда побороть это все. Потому что если нет, это может заканчиваться очень таким чрезмерным извержением вулканов, да, со всеми пагубными. Красиво, но это несет определенные пагубные последствия. Если мы говорим о любви к детям, это, для меня это просто нечто безграничное, непонятное. Это вообще, наверное, что-то тайное и так далее. Это вот просто ты обожаешь этих людей и думаешь о них, и думаешь, вот как это все будет в их жизни, которую ты уже проживаешь. И борешься всегда, вот пытаешься найти ту грань, где должен заканчиваться родитель и свобода ребенка начинаться. Есть любовь к родине, которая для крымских татар имеет некое очень важное, исключительное значение. И тоже сложно сказать. Да? Вот ездишь, особенно те люди, которые попутешествовали, да, пообщались с разными людьми, они видели разные места, достаточно красивые места, но ты постоянно хочешь домой. Семья занимает некое такое сакральное значение для крымского татарина, хотя мы знаем, что мы достаточно современные люди, и раньше это были, семьи создаются, семьи распадаются. То есть здесь мы, я бы не сказал, чем-то особым отличаемся там, от других народов и так далее, но все-таки для нас семья некая, для меня лично имеет некое сакральное значение, потому что здесь не только любовь, здесь не только какие-то эмоции, здесь вот ты, как мужчина, это, видимо, генетически тоже заложено, ты берешь ответственность за каких-то людей. Это твоя супруга, это твои дети, и даже когда крымский татарин, наверное, уже испытывает какие-то сложности, я это даже вот по своим взрослым родственникам знаю. Не у всех там были классические истории любви. Мы помним, вот у меня есть Тизе, которой родители нашли супруга, там вообще речи о любви как таковой не шло. Но вот семья живет, несмотря на все перипетии уже за много лет, семья живет, уже дети, внуки и так далее. И это очень классно, это некий фундамент, на котором мы все стоим. Хотя я абсолютно не склонен осуждать, вообще как-то криво смотреть в сторону тех, у кого
не хватает чего-то, я не знаю, сил, возможности удержать это состояние. И мы знаем, что иногда лучше разойтись, да, чтобы не было еще больше какой-то проблемы, беды. Я абсолютно нормально к этому отношусь, как к людям, которым ну, не удается реализовать себя в этом направлении. Это очень такой философский вопрос. Да много без чего, наверное. Человеку для нормальной жизни много что нужно. Это опять-таки семья для меня лично. Это какой-то круг близких людей, общение с ними. Это работа. Работа занимает очень много времени. Иногда она просто выжимает тебя. Иногда хочется просто вот пропасть, но нельзя. Но при этом я занимаюсь своим делом, потому что оно мне нравится. Мне нравится то, что я делаю, чем я занимаюсь, чем я раньше занимался. Вот. Я думаю, мне понравится и то, чем вдруг я поменяю какую-то свою деятельность, а может и нет, не могу сказать. Вот без всего этого, наверное, сложно. Сложно, наверное, вот я бы не хотел не быть активным. Я подвержен каким-то обычным человеческим там страхам. У меня есть боязнь высоты, я не скажу такая прям выраженная, но мне не приходилось там где-то высоко лазить. Ну, поэтому какого-то такого случая, где я бы испытал действительно серьезный испуг, нет. У меня есть перманентные страхи, как у каждого человека, учитывая все обстоятельства нашей жизни, да, наверное, при любых обстоятельствах я очень переживаю за свою семью, за своих детей. Вот что они, как они. В последнее время очень часто приходилось думать о том, что я могу оказаться где-то, вдали от них, в не очень хороших условиях, а может пришлось бы уехать из Крыма. И вот у меня был какой-то такой, знаете, такой внутренний страх, даже достаточно ощутимый вот, а что будет, как я смогу им помочь, если они будут нуждаться в моей помощи и так далее, и так далее. Я здесь, наверное, буду очень банальным и буду напоминать, наверное, этих участниц всяких мисс Вселенных, но я действительно бы хотел, чтобы люди научились мирно жить, чтобы они научились бережно относиться друг к другу, к тому месту, где они живут. Пусть это будет маленькое место, или если они способны осознать масштабы всей планеты, то ко всей планете относятся очень бережно. Потому что мы в последнее время действительно очень пренебрежительно относимся к себе, люди погибают, окружающий мир нас погибает. И я просто всегда говорил, я любитель фантастики. И мы сегодня, в 21 веке, имели возможность убедиться, что многие прогнозы футурологов, те фантастические картины, которые рисовались век назад, а может и более позднее время, они в том или ином виде реализовываются. И мы знаем, что в 20 веке было описано очень много апокалиптических сценариев разного характера. И, к сожалению, мы сегодня видим воочию, что эти угрозы, они явны, они существуют. Мне очень бы хотелось, чтобы в Крыму жизнь была устроена таким образом, чтобы все мы видели здесь возможность реализовать себя, видели перспективу. Но при этом, учитывая те тенденции, которые в Крыму происходят, и мы даже недавно с друзьями спорили на эту тему, я считаю, что если человеку для развития нужно уехать из Крыма, он должен это сделать. Иначе он будет просто не удовлетворен собой. Если человек молодой или там средних лет, он чувствует удовлетворенность тем, чего он здесь достигает, это замечательно, пусть остается здесь. Пусть путешествует, ездит в разные страны и так далее, но старается жить в Крыму, иметь корни в Крыму, иметь дом в Крыму. Я вот за это. Но я в то же время не считаю, что мы должны насильно себя здесь удерживать. Это касается, в принципе, наверное, небольшой части людей. Большинство все-таки себя здесь находит. Но на самом деле я желаю, наверное,
позитива, счастья и достижения целей всем, где бы мы ни проживали. Это нормально, весь мир так живет. Но другое дело, что, наверное, каждый крымский татарин должен помнить, где его вот, материнская земля, испытывать к ней любовь и уважение и делать все, что в его силах для того, чтобы здесь жилось хорошо, нормально и для его родных, для его народа. Потому что именно отсюда мы все питаемся, это наш источник.